И надо превращать фольклор наш в клетку. Я не знаю, я не хочу никого обижать, во-первых, да, не хочу никого-то... Да, я думаю, что придется. Не надо петь в стиле сабриапте. Вы знаете, это мне напоминает утренний завтрак в турецком отеле. Тин-ката-тиката-тин-ката-тиката-тин-ката-тиката-тин. Мы мало общаемся между собой. Да-да-да-да-да-да-да. Потому что у нас сейчас критикуют все подряд. Арсен, я тут недавно услышала такое мнение, что Арсена Бекирова стало очень много. Да? Арсен Бекиров вокалист-артист, Арсен Бекиров ведущий шоу, Арсен Бекиров преподаватель и еще много-много других ипостасей у Арсена Бекирова. Это нормальная профессиональная траектория артиста или это амбиции? Про что вы? Ну, я думаю, что... амбиции – это же неплохо. На самом деле. В моей системе нет. Амбиции – это движок, это двигатель именно с той самой траектории. И я не считаю так, что человек, если может в чем-то себя показать тоже хорошо, то мы не имеем права это все держать в себе. Это, то есть, не меня много стало, да? Это я просто развиваюсь в определенной траектории. То есть, если я пою, я передаю эмоцию. Если я преподаватель, я передаю какие-то знания. Если я ведущий, то я передаю какой-то контекст. То есть, каждая из этих линий. И думаю, что это большая роскошь не доработать себя, оставить в себе это внутри. Ну да, это и возможности, которые можно использовать, либо не использовать. Да. Про амбиции, если продолжать этот разговор, у нас в обществе принято считать, что вот демонстрировать свои амбиции, мелькать везде, это немножечко нескромно, мягко говоря. Вообще это обсуждается, хотя внутри все... иначе переживают эти процессы. Многим кому-то хотелось себя проявить где-то, но вот сдерживают, а потом сожалеют. Как вы считаете, эту историю надо искоренять? Я думаю, что вот этот вот сложившийся, такой... амбиции – это значит не высовывайся, правильно? Да. Это какой-то пережиток, наверное, советского времени. Все-таки наш народ очень много пережил, в свое время и молчал, и подстраивался, и где-то, куда кечер, ничего страшного, лучше промолчать. Я не думаю, что сейчас, в нынешнее время, мы как-то должны молчать. Надо, наоборот, выходить и заявлять. И я повторю, что амбиции – это неплохо, на самом деле, это движок. Одно дело, когда амбиции ты... амбициозно относишься именно к своему имени или действительно к чему-то такому, что ты большое двигаешь и делаешь. Вот это две разные амбиции, да. Как любить себя в искусстве или искусство в себе. Хорошая фраза. Что для вас важнее? Контекст, искусство, вот в этом смысле, где вы себя? На контрасте чего-то находите или как? Я люблю искусство в себе, наверное, больше. Потому что, я знаю, что я одна маленькая частичка, этого нашего искусства, которое вот пройдет мое время, и мое место кто-то другой потом займет обязательно. Должно вот эта преемственность поколений должна идти, что сейчас на сегодняшний день я могу что-то дать обществу, могу что-то дать нашей культуре. Я хочу отдать это все вот без остатка, чтобы это были мои ученики. Это были какие-то научные труды, которые сейчас тоже начал писать, чтобы они передавались. И если каждый из наших творческих людей подойдет к этому именно вот так, что после тебя должно что-то остаться. Не именно твое имя, как Арсен Бекиров, а что-то, что послужит в дальнейшем подмогой, опорой новой поросли, новому поколению.
Арсений, в нашей истории были периоды, когда музыка залечивала наши раны, утоляла нашу тоску и, в общем-то, была какой-то, ну, я не знаю, поддержкой, наверное, да, для нашего общества. Я даже слышала выражение, что были периоды, когда музыка нас поддерживала, а были периоды в нашей истории, когда мы поддерживали музыку. На ваш взгляд, что мы сейчас переживаем? Да, это период, когда мы поддерживаем, либо она нас поддерживает, музыка? Ну, я думаю, что на данный момент оно нас точно не поддерживает. В плане том, что, знаете, в пример хочу привести вот этот концерт Эдипа Бахчисарайла, помните, на стадионе? Это то ли 89-й год, вот точно сейчас не назову, но он в интернете есть. И камеры разворачиваются в сторону зрителей, которые сидят на стадионе, и в каждом лице вот каждая мышца просто передает то, что мы вернулись. Мы вот сейчас, да, вот сейчас. Да. И артисты и выходят и дают этот заряд. Но там настолько такой разряд был на стадионе, да, вот, и вот просто можно было резать этот воздух. Даже через YouTube это было видно. Я, конечно, не мог там находиться в этот момент, но с удовольствием пару раз посмотрел этот концерт. И вообще музыка 90-х, вот она вот нас двигала постоянно, что здесь стройка, там на работу не берут, здесь рынок, здесь еще что-то. И люди приходили на концерты как на какую-то терапию, действительно, послушать свое что-то. Это были аншлаги постоянно. Я помню, как я ребенком ходил на эти концерты, и действительно давали толчок движения. Сейчас это больше вот мы о том, что говорили, что это празднество, да, что, наверное, все-таки люди хотят услышать какую-то глубину, какую-то мысль в песнях. Но музыканты и артисты дают то, что они считают, что вот сейчас надо вот повеселее что-то. Настроение. И получается какой-то замкнутый круг вот этот вот. Музыканты дают то, что они думают, что сейчас классно. Зритель ждет глубины мысли. И вот мы пока по кругу этому ходим. Мне кажется, вот так. Вообще, если я вообще не претендую на какое-то там музыковедение, что называется, да, абсолютно нет. Я сейчас просто листаю в голове вот эти страницы нашей музыкальной истории и понимаю, что у нас был какой-то определенный период тишины, да, и у этой тишины были свои голоса, как бы сейчас это странно не звучало, но вот эти вот военные годы, послевоенные годы, ну, точно ассоциироваться будут с именем Сабрeh Реджеповой, точно будут ассоциироваться с именами Эдие Топчи, Урюек Керменчикли и так далее, да, и вот это вот как раз было про залечивание ран, да, это эти голоса, которые взяли ноту честности, ноту искренности и передавали вот те самые наши страдания и боли. Дальше был период такого, ну, я бы сказала, эстрадного пробуждения. Да? Это вот 70-е, 80-е годы, когда у нас появились такие фигуры, которые подхватили сначала эти голоса тишины, да, и появились такие фигуры, как Дильвер Османов, как Гульзар Бекирова, как Рустем Меметов. Дополнить этот список я могу там забыть кого-то, да, у нас появились такие коллективы, как Мирджан, Эфсане, и это была вообще другая история. И мне кажется, вот этот был переход к такой эстрадной культуре крымско-татарской, да, то есть нельзя сказать, что это был исключительно фольклор, мне так кажется. Ну и дальше у нас постсоветский период, да, вот тот самый период, про который вы говорили, про концерты Эдипа Бахчисарайла, и здесь уже своя как бы вот эстетика, своя какая-то, ну, я бы сказала, свое настроение, да. Но в любом случае каждый из этих периодов, он базировался на фольклоре, да, вот не было того самого бунта, о котором мы с вами говорили раньше. И у меня есть ощущение, что фольклор, одновременно будучи базой для нашей музыкальной культуры, он немножечко, в некотором смысле стал и рамками, да, которые вот держат нас вот в этой музыкальной традиции, и мы боимся как бы выпрыгнуть. Клеткой. Клеткой? Ну, клеткой, может, это грубовато, но действительно все равнялись на фольклор. Я думаю, что и сейчас это происходит, но немножко неправильное вот это вот понимание того, как использовать фольклор в своих
наших правильных целях. Ведь 90-е годы, вот когда железный занавес рухнул, да, полилось очень много музыки, западной именно. И вы, наверное, прекрасно помните, там коллективы были такие, что вообще ну, нельзя было оценивать их как-то. То есть это были самые обычные люди в постсоветском пространстве, которые брали, там, не знаю, крашеные какие-то колготки, выступали, там, группа комбинаций или еще что-то. Да. Это был просто, ну, это лично для меня это было как бы ужасное время в том вот понимании, но мы же сохранились, мы же не перешли какую-то черту. Вот действительно нас фольклор в этот шероховатый момент спас. А это важно было не перейти черту? Для творчества это важно? Может быть, нужно было в какой-то момент перейти черту? Я сейчас не про моральный облик на сцене, да, я сейчас про эксперимент. Группа «Комбинация», грубо говоря, в 90-х, да, ну, это был такой выхлоп свободы, по большому счету, да, и понятно, почему вот после статичности на сцене советской появилась вот такая энергия на сцене постсоветской. Ну, я думаю, что там тоже не было каких-то берегов. Края были все эти размыты, и все двигались в таком направлении, что вот сейчас упадешь где-то. Вот не перейти бы вот этот эксперимент к какому-то кринжу какому-то, ну, то есть бзгеукельшмея, да. Мне кажется, в тот момент это нам не надо было. У нас правильную волну эту подхватили, что музыка должна идти рядом с людьми, которым на сегодняшний день тяжело, которые на сегодняшний день восстанавливают полностью себя на своей родной земле. Она должна была помогать. Именно в этот момент она нам помогла. Я считаю, что она нам очень сильно помогла. И ведь на самом деле вот это вот поколение, да, я как раз был ребенком в эти 90-е, и мало людей училось музыке, потому что здесь была стройка, здесь был рынок, здесь было еще что-то, но это была не такая прям профессия, что вот первой необходимости. Ана бабам саулсын, хартанам саулсын, что серверагам саулсын, что именно в 5 лет, и они определили мой вектор, и уже я с этого не соскочил. С этой траектории. Да. В один момент просто у меня вот так вот действительно где-то щелкнуло, что я хочу что-то передать. И когда я попал в эту систему образовательную, да, я столкнулся с тем, что действительно не хватает у нас вот этих вот научных трудов, как преподается именно крымско-татарский вокал, как звучит крымско-татарская народная песня, как система образования вот это вот, ведь у казанских татар в Турции это все зафиксировано. А нам уже в этом плане легче, что мы можем хотя бы как референсы брать и использовать у себя это, потому что это было сделано. Это большой вот этот вот промежуток времени, что мы потеряли, да, мы должны наверстать, наоборот, это еще быстрее бежать за этим. И получается, я захожу в библиотеку, а вот такой-то книжки нету, вот по такой-то этой нету, и ты сидишь и думаешь, а кто будет это делать? А приходится все равно нам, вот ныне живущим, ныне вот двигающим что-то, садиться и делать все равно. Это про ответственность в своей профессии. У нас много ли, ну, скажем так, в вашей среде, ну и вообще в соседних, скажем так, сферах, с которыми вы соприкасаетесь, вот разговоров про эту ответственность, да, то есть продумать не про сегодняшний день, да, популярность там условно, да, узнаваемость условно, да, какую-то сценическую карьеру, но еще на 2 шага вперед про то, чтобы оставить вот этот вот след не только в соцсетях, да, но еще вот в рукописях, которые не горят. Я думаю, что эти люди есть. Просто в силу того, что я и певец, и, ну, то есть медийное, да, лицо, оно где-то светится все равно, и как-то непривычно, что я пишу какой-то научный труд. Но есть люди, которые просто пишут научные труды, да, которые поднимают эти вопросы, которые не бьют себя в грудь, но им не нужны социальные сети, чтобы говорить и показывать, вот я написал, вот я сделал.
Но хотелось бы еще, конечно, больше. Заразительно. Вот хотелось бы кого-нибудь, знаете, укусить, чтобы он тоже вот с таким рвением вот все это делал. Толчком было, да? Да. Ну, если вообще говорить про успех, да, об успехе, я очень часто поднимаю эту тему. В вашем музыкальном сообществе что является успехом? Да? Это, простите, но количество заказов на свадьбе, это релиз треков там на каких-то площадках музыкальных, это, я не знаю, концерты, альбомы, что является, скажем так, критерием этой успешности у артиста, у вокалиста, у музыканта? Да, я понял. Ну, сейчас у нас успех, наверное, не секрет, больше измеряется цифрами. Деньгами. Цифрами. Нет, цифрами в любом проявлении. То есть, да, количество просмотров, там 10 тысяч миллиардов просмотров, или количество свадеб. Вы знаете, я бы хотел вот Сабрепте, да, вспомнить. Она никогда не задумывалась, сколько свадеб ей надо сыграть, и при этом в истории она осталась великой. Для меня лично это сам процесс. Не знаю, я как японский самурай. Для меня важен путь сам. Что мы делаем, да. Что мы с утра встаем и начинаем двигаться, делать. А успех, он сам по себе вот придет, если не ставить его во главу угла, да, чтобы... Вот я хочу быть вот таким вот всесияющим. Нет, такого нету лично для меня. Но для кого-то, да. Количество свадеб, количество просмотров. Но это все контент. Мы сталкиваемся с тем, что это не произведения какие-то, тем более не величайшие произведения искусства, а это контент, который, он как дофамин, да, вот он вспрыснул в определенный момент, проигралось, заигралось, что-то где-то завирусилось, и, грубо говоря, 2-3 недели оно пропадает. А написать что-то вот такое, пока, я думаю, что у нас с этим большие муки идут творческие. Да, да. У нас сегодняшняя сцена, она уже готова что-то презентовать? Вот, ну, то есть вы бы что-то отметили, что вот является вот как раз-таки вот тем продуктом, который рожден в муках? Именно в фамилиях, в названиях? Ну, как вам комфортнее. Можно пропеть. Я не знаю, я не хочу никого обижать, во-первых, да, не хочу когда-нибудь никого-то... это придется сделать. Я думаю, что придется, тем более я ведущий. Да, на это нужно решиться. Да, ну, опять-таки, я говорю, что не в обиду никому сказано, но хиты, которые, допустим, я слышу последние 20 лет, они все же строятся на народной нашей музыке. Ну, к примеру, вот хит Бибека, да, с Аласаном. Помните? Это конечно. Большой период. Это моя молодость такая. Ну, слушайте, его первый альбом «Депортация», да. Да, это было очень круто. Она была построена именно на нашем наследии. Вот, то, что у нас осталось от предков. И сейчас, на сегодняшний день, вот этот хит, который Сиран с Фатмой поют, да, Ол, это же внутренность хита, она же «Хара гозле моя тает паралаялай». Это же народная песня. Да. Но мы входим в такой штопор, что кто-то... Это было классно. Вот было сделано, было стилизовано, было круто, под бит положено. У нас мы входим в такое, что вот так хочу. И все начинают лопатить вот эти вот народные наши песни, начинают их искажать, начинают их просто туда какие-то такие биты высовывать что-то самое главное оттуда. Ну, и превращается в какую-то кашу реально в голове. Ну, хочется посоветовать, что это не всегда. Стреляют что-то вот определенно качественное. Если вы просто так по 3 дня какой-то хит сделали, то он не всегда стрельнет. Он не стреляет каждую неделю. То есть есть разница между тем, чтобы проэксплуатировать, условно говоря, народную песню и освежить, да, дать ей второе дыхание. Эта разница все-таки существует, да? Это вот просто совет молодым артистам, что это не всегда раз и стрельнул, и ты завтра проснулся звездой. Что сейчас происходит? Мы фольклор просто ремейк какой-то делаем или калибруемся об него, извините за эту фразу? Да, я думаю, что фольклор должен стать фундаментом именно, чтобы мы не ушли в чужую какую-то культуру.
Ведь человек, если даже не может описать это состояние, да, но он понимает, что это не его. И организм отторгает чужеродное что-то в наших песнях. Ну, мы знаем современные примеры, да, не будем сейчас никого обижать, но оно не приживается. Один раз можно ошибиться, второй раз можно ошибиться, но все равно ты придешь к тому, что твое, то, что твое ДНК, вот его надо взрастить, может быть, добавить туда чего-то очень такого действительно вкусного, действительно такого вот насытить такими какими-то красками современными. Но фундамент должен остаться фольклором. Не надо петь в стиле сабриапте. Она в свои годы, в 20 веке, да, она пела в своем стиле тогда, который присутствовал. Сейчас уже надо немножко... То есть бас может быть другим басом, да, ударные инструменты могут более... Это все сейчас же на более качественном уровне можно делать, те же самые песни. И брать что-то и опять-таки экспериментировать, но с фундаментом. Вот фольклор – это фундамент. Не надо превращать фольклор наш в клетку. Что вот здесь вот так нельзя, яп, но чтобы это было вкусно и чтобы это соответствовало нашему ДНК. У нас недавно было интервью с Шевкетом Кишвединовым, и, говорят, наделал очень много шума. Наделал. И он выразил такую мысль, что те песни, которые сегодня есть вот у нас в нашем музыкальном сообществе, про них точно... То есть они не будут определять то, что было с крымскими татарами спустя там десятки лет, да, 50, 100 и так далее. Как вам такое мнение? Ну, частично хочу согласиться, конечно, да, но мы же не уйдем от этого. Это действительно социальные сети все полны этим 30-секундными видео, на котором глаз радуется, но пока уши не открываются, да, там или еще что-то. Но есть же и другая сторона медали. Есть же большие коллективы, которые... Мой коллектив, который я просто люблю, и мы проделаем огромную работу. Я думаю, что целый пласт вот именно вот этого времени, он все равно останется. Ну, как Шевкет Бей сказал, рукописи не горят. Мне кажется, и песни не горят, и пластинки не горят. Нам надо просто научиться выискивать и слушать. Все это есть. Всегда мне интересно, как живут наши сообщества, то есть где вот эта внутренняя кухня жизни музыкального сообщества. Я попрошу вас чуть-чуть раскрыть, так скажем, занавес, да, вот приоткрыть эти занавесочки и показать, как это внутри работает. Правила игры внутри музыкального сообщества, они существуют? То есть вы как-то обмениваетесь, какой-то фидбэк на работу, то есть как-то обсуждаете что-то. Я знаю, у свадебных ведущих есть свой чатик, где они там что-то там обсуждают, да? У музыкантов, у вокалистов есть такая история? Вы как-то анализируете то, что происходит в вашей среде, с коллегами и так далее? Конечно, это, наверное, про какую-то музыкальную гильдию, да, какую-то могучую кучку какую-то. Хотя бы, да, могучую кучку, да. Ну, это же, когда есть коммуникация внутри, это всегда про развитие, да? Да, вы знаете, вот у нас, кстати, был чат, помните, такой, где мы кружочки записывали? Да. Это было вообще, мне так нравилось. Вот каждый мог выразить какое-то свое мнение, да, там что-то добавить, что-то убавить. Конечно, иногда сталкивались творческие личности, это всегда столкновение каких-то больших звезд в космосе. Это всегда какой-то взрыв вселенского масштаба. Но на самом деле я считаю, что вот в каких-то спорах оно всегда рождается что-то действительно такое вот качественное, вкусное. Если мы говорим о том, что, ребят, ну вот здесь вот не понравилось, честно. Ну, это ни о чем. Зачем мы следуем какому-то тренду, который на самом Западе уже тем людям вот поднадоел, понимаете, которые хотят больше такого, что-то человеческого, что-то обычного. Нет, у нас начинается немножко... Раз эта песня ложится на лекало каких-нибудь западных песен, в которых там такое вот, знаете, да, копипаст. Но у нас вообще сейчас большое слово референс, да? Модное. То есть... Модное, да. Вот, ну, референс, он имеет право быть, никто не спорит. Но когда ты понимаешь
изначально в голове у тебя родилось, и ты слышишь этот звук, и слышишь эту песню, да, допустим, референс может быть для того, чтобы, а сколько там больше куплетов подойдет, или какой инструмент, может быть, там чуть-чуть добавить. Вот в этом плане референсы работают. Немножко ушел от нашей музыкальной гильдии, да? Да, про правила. Правила они есть. Конечно, негласные правила есть. Вот мы дошли уже до того, что нам нужен не кодекс какой-то на запрет, что ли, вот, да? Кодекс чести? Ну, кодекс вот на запрет обычно. Манабум япма, манабум да япма. Право вето? Да, да, ну я обладал просто молодым очень человеком, 16 лет пришел в фольклорный ансамбль. И были такие большие фигуры, да, которые... Мастодонты, да. Я выучусь для Верога песню. А другой кто-то говорит, ну что ты поешь? Ну что ты поешь? Потом я выучу так, потом кто-то другой говорит, ну вот что ты спел? Ну что ты спел? Честно говоря, немножко вот не смелого, да, такого порыва творческий человек может сломаться в этот момент. Я думаю, что мы вот это не должны мы же действительно отбили молодому поколению, смотрю сейчас, учиться. Ничего страшного, Балам, ничего страшного. В следующий раз выучишь, и будет это хорошо. И вот здесь будет не та, а та-да-да-да-да-да-да. Вот здесь вот так, давай споем, оно будет очень классно. Оно вот с таким узором. Ну, наверное, можно сказать так, Ленора Ханум, потому что это хорошие жернова, честно. Я не жалею ни о чем, да. Не скажу, что я приходил домой и плакал. Нет, не было такого. Но лично по моему характеру мне это давало какой-то толчок, что я не доделал, что я не... Оно действительно так какими-то моментами было, что я не доделал. А когда ты слышишь, как сейчас говорят, хейт, да, какой-то, это не было хейтом, вот именно, что я плох или еще что-то. Это было недоработал, доделай. Манера подачи критики. Подача, да, вот она вот какая-то была такая вот, вы знаете, вот. А сейчас ее даже не осталось. Вот ее нет. Культура внутри. Да, и каждый думает, ну, спою и что, и кто мне что скажет. Наверное, каких-то... Не осталось вот этих путеводных звезд, знаете, вот за кем надо идти, вот кому надо действительно прислушаться. Потому что у нас сейчас критикуют все подряд. Критикуют блогеры, откройте комментарии, критикуют комментаторы, которые, я не знаю, ну он бедный сегодня вот весь день работал, да, пришел вечером, включил программу. Сейчас как напишу что-нибудь. Не обязательно это слушать всех подряд. Есть... Это вот лично для меня такая прослойка, да, вот таких мастеров, которых я обязательно прислушаюсь. Опять-таки сделаю свой вывод из этого, переосмыслю все это. Не надо слушать всех подряд. Это вот нашим молодым артистам. Но слушать надо. Обязательно слушать надо. Продолжая разговор о культуре критики, о кодексе чести, да, в музыкальном сообществе, всем известный Ролан Бей, больше известный, точнее, как диджей Бибен. Да? Он очень часто в своих социальных сетях говорит о плагиате в нашем крымско-татарском обществе, музыкальном сообществе, да, плагиате музыкальных там продуктов и так далее. Говорить об этом вслух по именам и в каком формате, насколько это важно, нужно и насколько это эффективно. То есть будут ли изменения по этому поводу? И не созрел ли в вашем музыкальном сообществе уже какие-то вот по этому поводу правила? Ну, вы знаете, вот этот кодекс чести, он существует, пока конкретно исполнителя не касается, который сплагиатил. Я скажу так. На самом деле плагиат – это обесценивание профессии, обесценивание труда того, кто это именно сочинил и сделал. Я думаю, что Ролан Бей правильно говорит все. И если он один будет говорить этого мало, давайте я тоже буду говорить ему в поддержку, что это неправильно, и мы должны что-то между собой решать. Может быть, даже не пристыдить или еще что-то такое, это что-нибудь такое, какое-то низкое чувство, пристыдить кого-то, а просто поговорить. Давайте не будем так делать. Давайте вот каждый будет заниматься творчеством. Если мы у друг друга еще и воровать будем какие-то песни, это вообще, Нонсенс. Получается, одна песня хватит нам на всю культуру.
Просто будем друг друга ее тягать, и ничего из этого не получится. Все равно сочинять надо, творить. А как вам тогда пассаж Шевкетбея про культурную элиту? Разделяете? Я знаю, вы Культурная смотрели элита? это интервью. Вот эти вот люди, приходящие в красивых нарядах и в фесках, это не есть культурная элита. Как вам такой пассаж? Как он вам отозвался? Ну, у меня как-то сразу вот как Хартанам Харбабам Айтайдлер, Ода Кечер. Ну вот, ну а что? Вот, ну вот на сегодняшний день вот так. Ну, люди красивые пришли, и все. Но саму суть элиты же это не раскрывает. Элита, если мы говорим конкретно про музыку, это музыковеды. Это люди, которые разбираются в музыке, консерватория, да, ну, это культурология. Где они все? Им не надо стесняться что-то писать. Потому что у нас сейчас мнение о культуре, оно остается где-то на уровне комментариев в соцсетях. Это не есть последняя инстанция. Нужны взвешенные мнения. Вот и если бы я на каждый комментарий как-то реагировал, который вижу в социальных сетях, то это можно просто завязывать с этим и все. Нужны люди взвешенные, со взвешенным мнением, у которых есть почва под этим, которые могут объяснить, доказать свою мысль, что не устроило конкретно в этот период, в этом месте, вот что не так с этим, а что именно наоборот так. Ведь у нас нет уже культуры хвалить тоже вот. Именно не просто «ай, машалла» у нас заходишь, да, «машалла» у нас сразу комментарий. Или «машалла», или «зачем я это вообще послушал». То есть что-то среднего нету, какой-то вот конструктивной, да, вот критики ее нету. Нужна конструктивная. Чтобы люди, конкретно знающие, за что они отвечают, дали свою оценку. У нас есть такого рода специалисты, которые сегодня могут оценить не по эмоциям, да, и по там, цифрам, каким-то просмотрам, лайкам и так далее, а по сути, по содержанию, да, дать оценку музыкальному ряду, дать оценку тексту и прочее, дать вот все то, что вы называете профессиональной оценкой в вашем сообществе. У нас есть. Конечно, есть. И голоса слышны? Я не видела разбора какой-то песни. Нет, разбора именно нет, потому что, как-то у нас вроде и не принято это, что ли. Что вот мы будем разбирать? Я пару разборов слышал, но опять-таки не... Слушайте, у нас сейчас кто рецензирует? В кавычках рецензируют. Да, филологи рецензируют. Мягко говоря, некомпетентны чуть-чуть в этом. Я про это, да. Просто надо, те, кто хотят это делать, не бояться. Почему-то у нас вот это вот внутри сидит, что мы боимся. Ведь мы не собираемся никого обижать. У нас маленький народ, и обижать никто никого не собирается. Может быть, не собираетесь. Хорошо, может быть, и обидеть, но сказать, сделай вот так, оно будет лучше. Оно будет лучше. У нас все очень обидчивые, очень есть такие моменты, что ты вроде бы конструктивно говоришь, но все начинают на какую-то личность, на что-то переводить. Хорошо. И доходишь до такого уже момента, если будет вам интересно, спросите мое мнение. Если неинтересно, я лучше промолчу. Это не конкретно сейчас про себя, да, а вообще вот. Если меня не спросили, что я буду что-то говорить, зачем? А надо писать, надо говорить. Это должны быть рубрики целые. У всех есть выход сейчас в интернет, у всех есть свои социальные сети, где можно мнение свое написать, и оно разлетится просто в ближайшие полчаса. Все крымско-татарское общество прочитает об этом. Надо не бояться. Что нам мешает? Потому что у нас нет этой культуры общения внутри, вот этой культуры критики, о которой мы говорили, да, культуры чести, вот этой достоинства. Наверное, да. Мы мало общаемся между собой. Мы мало общаемся, и я лично по себе замечаю, что время настолько оно быстротечно сейчас, что тебе не остается времени для общения. Ведь у каждого из нас дома, в построенном доме есть большой зал. Вы заметили, что там уже никто не собирается? Все в соцсетях. За большим столом. За большим столом уже никто не сидит. А это и была, наверное, наша еще с советских времен
такой большой плюс наш, что мы могли собраться и действительно обсудить это. Мы переезжаем, Балар, время пришло. И решалось все это за одним вот таким большим столом. Есть какие-то вопросы, которые мы тоже должны собираться с родственниками. Я сейчас говорю, но сам при этом что я? У самого при этом не хватает времени, конечно. У нас есть в телеграм-канале Крайми Татарс Клаб рубрика, называется «Кульнун Сёзу». Ее ведет небезызвестный всем Тимур Оджиадили Ханлы. И недавно у него там вышел пост, он с нами поделился про вот реакция на последние музыкальные, скажем так, новинки в нашем обществе. И он назвал этот пост «Бызымтараф Порт Артурда». Да, это реакция на продукт наших вот, новичков из рэперской гильдии, да. Вот эта история, это вот как раз, мне кажется, это вот про эту праздничность, да, когда есть, ну, я это называю взрывом тестостерона, мне как минимум, да, и дофамина, да, и как-то вот мне кажется, что оно набирает оборот, мне кажется, что оно не останавливается, и наоборот становится такой, знаете, ролевой моделью, что ли, да, поведения. При всем при этом я полагаю, что у нас и рэпа должно быть много, и шансона у нас должна быть, жанровость, многожанровость должна быть. То есть мы должны иметь разную музыку, у нас должно появиться много разных жанров, я за это. Но мы как-то вот зациклились на одной какой-то истории. Вы знаете, это мне напоминает утренний завтрак в турецком отеле, когда ты можешь взять все, при этом набираешь огромную тарелку, но съесть это не можешь. И это красиво, и это вкусно. Это то же самое сейчас у нас просто, давай вот это вот сюда еще, а еще вот это вот сюда поставим. И вот так, она тарелка огромная, а съесть мы это не можем, понимаете? Ребята делают, это хорошо. То, что они стараются, это тоже очень хорошо. Но если мы вот это обсудим, Ленора Ханум, я думаю, что следующий трек, который они будут записывать, да, какой-то очередной хит, то есть они нырнут в саму суть, да? Но хочется надеяться. Бызымтараф Порт Артурда, это же, ну не знаю, это, во-первых, это больно как-то, даже не знаю, но кому-то это заходит, потому что незнание языка. Потому что бит-то кочевый, он классный, он современный. Ну, я так понимаю, что именно это и сыграло. Он да, действительно вот крутой. И в первых их хитах, и во втором хите, то есть Джамдин, он очень классный аранжировщик, очень профессионально к этому подходит. Но сама наполняемость вот этого хита, да, она вот как-то выбивается из нашего контекста крымско-татарского. Потому что знаний нет. Ну да, ну значит, надо вот себе в команду эту взять человека, который бы сказал: ребят, вот здесь давайте чуть-чуть доработаем вот это вот. Или просто посоветоваться, не надо там в команду кого-то брать, просто посоветоваться. Как думаете? Вы помните, на последнем Меркезе, когда мы разговаривали, я говорил о том, что у нашего общества будет запрос на новые имена, новые фамилии. И вот они появились. Да, но я же немножко больше времени этому давал. Ну, буквально на год, наверное, больше. Прошло всего ничего. А оно с такой скоростью двигается. И сейчас я думаю, что кто-то этот момент прочувствует, и у нас появятся такие, как сказать, ненастоящие артисты с ненастоящими голосами. Учитывая то, что у нас сейчас много кто может под фонограмму спеть, то есть ты делаешь искусственно-интеллектный голос дома и выходишь под него и вот так можешь попеть. И твой аватар поет за тебя. Да, поэтому я думаю, что наш народ, он же не глупый, он же будет слышать это все, правильно? И нам нужны живые выступления. Нам нужны живые концерты. Я вот в последнее время очень мало живых концертов слышу. Очень. Потому что они дотягивают новые имена? Ну, даже не новые номера. Имена и старые имена многие не дотягивают. Да. Это вызов артисту? Есть, конечно. 2 часа оттянуть концерт на своем физическом... Это очень сложно. Это, во-первых, эмоциональные качели. Но я как человек, который 2 сольных концерта давал, знаю, что это
очень сложно. Это огромная работа, огромное финансовое вложение, огромное творческое. То есть работает целый цех. И то, что артист выходит и поет песню, за ним такой бэкграунд, там столько людей, просто которые работают конкретно на этого артиста. Вот это, мне кажется, показатель будет артиста на сегодняшний день, когда уже мы научимся отличать, что в социальных сетях это один артист, а вот вживую, допустим, Стинг у нас и на пластинке поет, и на живой концерт ты приходишь, он поет как Стинг. И это он подтверждает свой профессионализм. У нас есть разница между онлайн-артистом сегодняшней из нашей эстрады, да, и тем, который офлайн поет? Колоссально. Колоссально. С минусом в офлайн? Да. Да. Как бы это было не тяжело признавать, но да. Я в прошлом году была на Хремдай Аша, да, нашем великолепном. И я увидела вас в совершенно другой ипостаси. Вы там выступали, и выступали со своими студентами. Да? Я не знаю, как правильно это называется. Если я сейчас ошибаюсь в характеристике, поправьте меня. Вы пели, во-первых, акапелла. А во-вторых, это было многоголосие. Я скажу честно, я зависаю просто на рилсах с грузинским вот этим многоголосием. Я просто вот фанатка этого жанра. Я не слышу больше. Вы тогда исполняли I Just Call? Да. Да, со своими студентами. Я просто была в восторге, в диком восторге. Во-первых, я вас увидела совершенно по-другому. А во-вторых, у нас такого, я, по крайней мере, не видела. Да, почему не продолжаете? Почему не видно каких-то новых работ? Вообще, что это сподвигло вас на такой эксперимент, можно сказать, да, эксперимент в нашей среде, и как публика это восприняла? Во-первых, всегда, когда начинаю делать, у меня первое, что я преследую, а можем ли мы? Вызов самим себе, да? Сам вызов. Можем ли мы? Есть такая группа известная, да, Pentatonix, которая вот берет мировые хиты и перепевает. И я так заслушался и думаю, а можем ли мы, а почему не можем? Студенты у меня есть? Есть. Голоса у них есть? Есть. Преподаватели у них есть. То есть просто за технической стороной вопрос. И, конечно же, последний вопрос, надо ли это нашему обществу? Публике. Вот я понял, что вам надо, Ленора. Да, вам нравится. Мне нравится. Но немножко, знаете, как сказать, оно чуть-чуть, наверное, не модно. Не модно? Хотя нет, мы работаем в этом направлении, мы работаем, но так, чтобы вот выдавать вот прям вот каждый месяц. Меня же везде много, и я же не успеваю. А так, конечно, планы у нас. Там много записей у нас есть. Не так прям много, там не на платиновый альбом, но есть. И вообще студенты мои молодцы. Хотел им отдельный привет передать. Обязательно. Как публика восприняла? Насколько это в нашей среде, скажем так, актуальная история? Когда был последний аккорд, да, мы сняли, секунд 5 такая тишина была. Наверное, с вопросом, а что это было? Где тинь-ката-тинь-ката-тинь-ката-тинь-ката-тинь. Вот это где это? Да? А этого не было. Да, оказывается, мы еще и по-другому можем. Вот это надо, вот что мы можем по-другому. Вот вы говорили, что за разные жанры, за разные стили. Любой стиль, любой жанр, если взять, можно так вкусно его вплести в крымско-татарскую песню. И так это фанк. Вот я в последнее время фанком увлекаюсь. Реально, открытая гитара, все эти мировые наши группы, не наши, а мировые группы. Maroon 5, кто там еще. Вот когда ты послушал и одно время переболел этим, думаешь, а что, мы не можем? Так, можем. Давайте сделаем так, можем. И каждый раз все заново открываю, что мы можем использовать нашу музыку в разных стилях. Надо стараться экспериментировать. Опять-таки к плагиату, да, возвращаясь. Зачем у кого-то что-то брать, когда можно сочинить что-то такое, что оно потом останется? Оно людям
понравится и реально останется. И не через 2 недели забудут вот это, если ты качественно это вкусно сделал. Самый большой показатель вот творчества – это чтобы твою песню через 10 лет напели, через 20 лет. А роскошь – это когда через 100 лет. Это остаться в истории Это уже. остаться в истории, действительно. Да. Это действительно вот это успех, считаю. Что через 10 лет твою песню вспомнили, спели – это большой успех. Если уже продолжать разговор по поводу ваших студентов и вашей преподавательской, да, зачем оно вам? Вас и так много. И вот напрашивается такой вопрос. Это про миссию и амбиции, про качественное музыкальное будущее наше? Да, если вот эти маленькие росточки сейчас начнут расти, крепнуть, кто бы на них ни дул, какой бы ветер, да, какой бы снег не был, они растут. Их надо поддерживать. Их надо поддерживать и донести им вот это понимание, что вы будете делать дальше. Что если не вы, вот это поколение, оно выпадет, то здесь будет пробел большой. Вы помните, когда 90-е годы, 90-й, 91-й, это я ребенком был, то есть и мало кто ходил в музыкальные школы, потому что строились было, да. все. И много строителей, много водителей, но не было музыкантов. А потом уже, когда мы построились через, там, грубо говоря, 5-10 лет, в музыкальном училище начался бум. Бум на одно место по 3-4 человека. Вот эта вот конкуренция начала порождать качественных музыкантов. Когда внутри нашего общества начинается здоровая, нормальная конкуренция, когда на одно поколение приходится 2, 3, 4 феноменальных аккордеониста, феноменальных трубача, они уже не со злостью, они вот с добротой внутри, они соревнуются, у них идет соревновательный эффект. А вот я на себя смотрю, да, вот в моем возрасте сейчас, какой-то вот этот пробел был. А у меня выбора не было, я должен был заниматься музыкой. Да, особо выбора не было, когда я за фортепиано гаммы гонял, а ребята на улице в футбол играли. А с каким ниетом приходят к вам родители, да, которые приводят в вашу музыкальную школу учеников? Знаете, вот... Что они хотят от вас? Какую задачу ставят? Музыкальная школа, это, как сказать, они просто хотят петь. А уже внутри этой музыкальной школы, вот я хотел все найти название своей музыкальной школы, какой-то там подбирал какие-то цветочки, какие-то, может быть, солнышко, там еще что-то. Потом решил, что это вокальная школа Арсена Бекирова. Не знаю, вот это моя философия, которую я выработал для себя, что не просто взять эту ноту. Балам, ты научишься эту ноту брать. Мы сейчас технически все поставим, дыхание правильное, фразировка. Но и сама философия вот это понять, чтобы мой ученик не был на меня похож. Мне этого не надо, честно. Чтобы он себя почувствовал как определенную единицу, что он артист. Он в будущем артист. Я не ученик Арсена Бекирова, мне действительно это не надо. Это не какие-то амбиции или еще что-то. Хочется вот эту поросль, которая вот вырастет, ее оставить и сказать: ребят, делайте. Но со студентами очень обратный эффект, очень хороший. Они вас идет. меняют? Нет, они, знаете, вот самая большая вот похвала от студентов, когда они сами звонят мне и спрашивают что-то, со мной советуются постоянно. Арсен, вот здесь же, подожди, давай разберем вот это вот так, вот так, вот так. Мы поговорили, и все вроде на свои места встало, и они двигаются дальше. Им ведь много не надо, им просто немножко нужна помощь. Поддержки? Вот такая, да. Может, где-то психологическая, они же все равно студенты, они молодые, мы сами были молодые. В определенный момент в жизни ты понимаешь, не понимаешь, что важнее для тебя, сцена или все-таки семья. Куча детишек, 4 ребенка, или все-таки двигаться дальше. А все это должно быть настолько гармонично между собой. Вот оно, когда в гармонии живет все, и ты учишь детей просто вот этой гармонии. А философия моей школы, что ты должен гармонично сосуществовать в обществе со всеми остальными. И все. Хорошая философия.
Я такую концепцию вырабатывал у себя в голове, что у нас вот артисты, допустим, вот книжная ярмарка, да, наша последняя. Сколько было там артистов? 25, 26 Я не артистов. считала. Ну, под 30 артистов, давайте вот так. Если каждый артист из этого пула, да, вот, который был на сцене, даст один концерт в 2 месяца, мы же, наверное, получим хороший концерт каждый месяц. А почему не делают концерты? Потому что просто финансы? Финансы тоже, Это конечно, первая да. проблема. Давайте не будем это откладывать, что это сложная история, действительно. Но у нас есть сейчас возможности. То есть у нас есть люди, которые могут протянуть руку. А вам не кажется, что одно дело, ты там опираешься на какую-то спонсорскую помощь, а совершенно другое дело, когда зритель тебя не выбирает? Может быть, есть вот этот страх, да, когда артист не уверен, что зритель придет, да? А у меня другой к вам вопрос. А у нас много из чего выбирать есть. Но это не значит, что я съем все, что нам предлагает сцена сегодняшняя. Ну, я избирательна, у меня есть свои вкусы к музыке и так далее. И вот сегодняшнее крымско-татарское музыкальное сообщество мои, скажем так, не все мои запросы музыкальные удовлетворяет, мягко говоря. Но вы бы пошли же все равно на концерт. Отдельных, да. Мы сейчас в таком каком-то крутом пике, что, как сказать, особо и выбирать не с чего. Вот. Ну, да не в обиду всем нашим артистам сказано. Ну, ты послушал 10 треков, 20 треков. А они на сколько? Вот, на полгода или на год вот эти 20 треков? Вот я сейчас конкретно стал сталкиваться, да, с этим в работе. Чарт, который вышел. Мы сколько хотим одну песню? Ну, есть такие песни, которые вот они спелись, и все, они убежали далеко, и их нету нигде на горизонте. Сначала мы должны сейчас количеством взять. Мне кажется, большим количеством. Пусть это будет, пусть. Давайте. Некачественно пусть Нет, будет, да, сейчас это не качественно. Это все может быть и качественно, может быть где-то и гениально, но должно быть. Чтобы человеку было из чего. Вот Ленора Ханум должна выбрать, какой трек ей близок. Она должна понимать, что вот это мой формат, я вот этого человека буду слушать. Также и другой слушатель говорит, Багышларс, мне вот этот стиль чуть-чуть не подходит. А у нас не то, чтобы мы просто мало делаем, еще и копируем друг друга очень много. Внутри этого продукта идет копировка под этот продукт. А еще самое страшное, когда наши артисты, да, берут и копируют просто других артистов, которые не в Крыму, а которые где-то у них лейбл, где-то в Казахстане, я не знаю, или еще где-то. Потому что вот эти вот дела, это все скриптонит уже придумал. Ну, серьезно, но зачем нам что-то крымско-татарское? Есть скриптонит, его слушают. Давайте что-то свое ловить, что-то нащупывать, что-то вот как-то. У нас есть какие-то надежды на то, что у нас появится очень много разного продукта, да, и свой шансон, и там, и так далее. У нас сейчас разнообразие в рэперской гильдии есть, да, в рэперском этом сообществе, а разнообразие вот в других направлениях. То есть насколько реально ожидать, скажем так, этого разнообразия? Да не в обиду рэперам. Но... Мы не про качество. Нет, мы не про качество, не про количество, а про то, что, мне кажется, бум на это уже прошел. Ну, он был где-то лет 15 назад. Такой вот прям бум. А мы вот что-то новое увидели, и вот это нас вот... А вот у нас же, а вот новое, а почему? А потому что ничего нового нету, а вот это вот новое, но это новое уже у нас варится где-то лет 15-20, если точнее, да, вот не знаю, 15, по-моему. Ну, где-то так. Смотря с кого брать. Но сказать, что сейчас это вот прям волна вот во всем мире хип-хопа или еще что-то, я бы не сказал. Но ребят молодцы, они двигаются в своей стезе, и это отлично. По поводу того, что разножанровость, да, я верю в это, что разножанровость у нас все-таки будет. Когда каждый артист поймет, что он не хочет быть клоном или аватаром какого-то другого артиста, который немножко постарше,
А когда он захочет что-то свое, вот тогда начнется именно вот, может быть, мы к этому бунту и подойдем. Вообще очень мало. Людей очень мало, которые хотят заниматься этим дальше. Я вот так смотрю, приходится там тут всех их вот завлекать именно, знаете, но вот когда ты его уже привлек, все, там уже человека, конечно, не остановить. Заражен, Да, это тоже элемент такой. Разноплановость будет. Лично я это вижу. Мы дойдем до этого один день. Вы на квартирники ходите, которые делают нашу вот молодая поросль? Меня приглашали прийти гости, вот все, я никак попасть не могу в Ленору Ханум, честное слово. Вы сами знаете, какой этот график бешеный просто. Я не хочу быть везде, но время подготовки этого везде занимает очень много времени. Я на таком сейчас моменте нахожусь, где вот, как в этом фильме «Форсаж», когда они разъехались на машинах, что вот здесь, может быть, уже побольше преподавательской деятельности или научной. Вот сейчас пока для себя определиться не могу. Вроде бы здесь и пою, здесь и преподаю, здесь и пишу что-то, да. И пока это очень много времени занимает, но я не жалуюсь. Это действительно вот жизнь.